Что мы затанцовываем? Мы сублимируем всю ту боль, историческую боль и весь тот исторический опыт, который пережил наш народ. Постоянно нашему народу мешали развиваться. Мне кажется, для нашего народа хореография и искусство — это некое лекарство. Мы натанцовываем все то, что мы не натанцевали за этот весь период. Я за то, чтобы, конечно, сохранить то, что у нас было. Он бы сохранял, я бы развивал. Танец — это тот островок свободы, где мы можем быть теми, кто мы есть на самом деле. Танцуйте, потому что в танце мы становимся свободными, в танце мы становимся самими собой. Селям алейкум. Это новый выпуск проекта «Миркез». Сегодня мы говорим на тему о крымско-татарских танцах. В последнее время нас, родителей, накрыло танцевальной волной. Мы отдаем своих детей вам, хореографам. Почему мы это делаем, мне лично было непонятно, но я пыталась разобраться с этим вопросом, и я поняла, что в крымско-татарских танцевальных коллективах дети проходят своеобразную такую инициацию. Они проходят посвящение. Права я или нет, мы сегодня будем разбираться с вами. Несиль, Йылдызлар, Атеш, Арикет, Истидат, Мелевше, Теселли, Джемиле, Фидан. Наверное, у меня не хватит пальцев, чтобы обозначить все то количество крымско-татарских детских фольклорных коллективов. Я, наверное, обязательно кого-нибудь забыла. Эрнест Бей, что с нами случилось? Почему у нас такой танцевальный бум? Ну, это, наверное, у нас в крови нашего народа. То есть быть на позитиве и быть на пути развития своей культуры и не забывать свои традиции, обычаи. А танец это как бы является таким искусством, которое, ну, как говорится, легче всего привить ребенку любовь к нашим традициям, обычаям. Это тот самый легкий путь, я так понимаю, ну, по мне. Поэтому как бы в нашей молодежи есть такой стимул, есть такой огонек, который может дать толчок для развития разных танцевальных коллективов, и в которые будут дети ходить. И среди родителей немало таких патриотов, которые отдадут без боязни любому хореографу, потому что знают, что в этом коллективе ребенок будет развиваться, как и в культуре, в танце, и, ну, и в языке тоже. Медат Бей, к вам лично зачем приходят в ваш коллектив? Что хотят получить от вас? Какой посыл, с каким посылом приходят к вам родители? Крымско-татарский танец, он сценически появился довольно не так давно. И постоянно нашему народу мешали развиваться. То есть то это война, то депортация, проживание на чужбине, возвращение в Крым. По возвращению в Крым было совершенно тоже не до танцев, потому что каждый родитель думал в первую очередь о том, чтобы накормить своего ребенка, одеть, обучить, построить дом. И, наверное, я думаю, что сейчас пришел тот момент, когда мы можем вкладывать детей не только как накормить, одеть и обучить, а развить детей еще более. И сейчас тот момент, когда мы можем дать ребенка на танцы, чтобы обучить крымско-татарским танцам. Потому что, занимаясь в коллективе танцами, ребенок не только танцует. Дети между собой общаются, у них образовался какой-то круг общения, да, правильный, хороший круг общения. После танцев они идут вместе в кино, вместе идут гулять в кафе. И многие наши крымские татары, учась в городских школах, это чаще всего 1-2 крымских татарина в классе. То есть они приходят за средой крымско-татарской. Родители, отдавая в крымско-татарский коллектив, они знают, что дети будут общаться с остальными детьми крымскими татарами, будут брать правильный пример. Я как бы считаю так. Плюс ко всему, я начал преподавать для молодожен лет 15 назад. И вот тогда, когда каждые молодожены приходили, каждому кажется, что научиться крымско-татарский танец — это в один щелчок. То есть некоторые даже приходят, говорят: Медат Ходжан, надо нас подготовить к свадьбе. Я говорю: хорошо, когда свадьба? Завтра. То есть большинство людей думают, что за 1 час можно обучиться крымско-татарскому танцу. Но когда они понимают, насколько это сложно, и каждый, уходя с занятия, говорил: у меня будут дети. Со скольки вы берете? С 4 лет. Значит, ребенку исполнится только 4, я сразу приведу, потому что они понимают, насколько это сложно и насколько это нужно.
родиться крымским татарином — это не значит уже уметь танцевать крымско-татарский танец. Медахнум, вот вы родились не просто в крымско-татарской семье, а в профессионально танцующей крымско-татарской семье. Всегда ли это было так, что танец был частью будничной жизни крымско-татарской? Если начинать разговор с семьи, это большая ответственность родиться в такой семье и быть частью такой семьи. Это не только касается меня, это касается всех, кто живет в искусстве, потому что ты растешь в этой среде, ты видишь. И порой те люди, которые выходили на сцене, они просто сидят в твоем доме и пьют чай. И ты понимаешь, что вот оно идет автоматически, это у тебя в крови, это у тебя заложено. Ты можешь не учиться этому где-то в академических, допустим, у нас не было тогда раньше разнообразия ансамблей, но нас так растили. Мы это впитали изначально, и у нас оно идет автоматически, мы это чувствуем. У вас не было вариантов, да? Да, вы знаете, потому что и родители, и сестры, и старший брат, и оно как-то шло. Но в этом есть ответственность. Почему? Потому что это не было такое: ой, менам бала моя да, машалла. Он на меня всегда смотрел: ага, подъем не дотянула, здесь не додела. Это были совсем другие разговоры за столом. А что касается хореографии, вы знаете, мне кажется, для нашего народа хореография и искусство — это некое лекарство. В определенных периодах, случаях это нас спасало, это нас лечило, и это нас Вдохновляло? Вдохновляло, да. И это давало некую такую атмосферу. Мы сами себя этим спасали. Ну да, в ваших словах точно есть правда, и вы все, в принципе, я не знаю, договаривались, наверное, до передачи, 100%. Вы все назвали одну главную причину, по которой вот этот танцевальный бум происходит, да, это нехватка какой-то крымско-татарской среды, то есть люди приходят, дети, родители приводят своих детей за вот этим вот крымско-татарским ощущением. Да, но у меня, знаете, тогда еще один момент интересный такой, знаете, на стыке психологии и хореографии. Что мы затанцовываем? Лилия Ханум, что мы затанцовываем, приводя своих детей в ваши коллективы, приходя на какие-то пробные уроки молодожены и так далее? Что нас вот мотивирует еще? Я бы не согласилась, что этот вопрос на грани хореографии и психологии. Я бы обозначила, что это вопрос на грани философии и психологии. Потому что я не философ и я не психолог, я хореограф, поэтому скажу свою точку зрения и не претендую на экспертность. Мне кажется, такой бум, во-первых, танец — это такой один из самых доступных и простых способов приобщения ребенка к традиционной народной культуре. Во-вторых, мне кажется, мы сублимируем всю ту боль, историческую боль и весь тот исторический опыт, который пережил наш народ, и выносим это на сцену. И в-третьих, мне кажется, что мы не затанцовываем, хотя, может, и затанцовываем, это вопрос к психологам, мы натанцовываем все то, что мы не натанцевали за этот весь период, за эти 78, за 80 лет. То есть мы нагоняем то, все да, то, мы что нагоняем не успели. то, что мы не успели, то, что у нас время, которое у нас отобрали. Вы знаете, я всегда, прежде чем начать какой-то разговор, пытаюсь погрузиться в тему. И бродила по Ютубу и нашла, по всей видимости, это был концерт 1993 года, ансамбль «Хрым». И посмотрела вообще как танцуют артисты, как танцуют исполнители. Меня зацепило, там было соло Мунирага Аблаева и Джамиля Ханум Осман. Вы знаете, мне показалось, что танец был совершенно другим. То есть то, что я сейчас вижу на сцене, я абсолютно не эксперт и не пытаюсь вообще влезть и не в свое, скажем так, не в свою сферу, но тем не менее, мне кажется, что сегодняшний танец отличается от танца тогда. Не знаю, мужество, мне кажется, заменили брутальностью, аристократизм и искренность заменили техничностью и вышкаленностью. Не кажется ли вам так, Эрнест Бей? Вот да. Я абсолютно согласен. Куда эволюционирует крымско-татарский танец? Есть такое, цель хореографа, что сделать? Либо прогрессировать, улучшать, как-то экспериментировать или вводить новшества. Есть сохранить то, что было, или то, что показывает нашу идентичность. Я за то, чтобы, конечно, сохранить то, что у нас было. Да, мы смотрим видео старые, мы видим
как танцевали раньше, но, естественно, мы не стоим на месте, мы прогрессируем, и танец становится более такой для сцены, для людей. Как бы А нельзя совместить и прогрессировать, и сохранять? Можно, но мы же, как бы, как идет, с ногу со временем, да, мы такие модные хореографы. В тренде. Мы стараемся что-то внести новое, но это чтобы как бы было наше, такое новое, чтобы не отходило в сторону. Когда мы делаем все осторожно, стараемся вводить какие-то новые движения, естественно, но тем самым мы должны, зная, как все наши, так сказать, аксакалы, которые даже сейчас с нами, их нет, там Селиме Челебиева, кто был, Аким Джемилев, Усейн Бакал, Ремзе Бакал, которые все это наследие нам оставили, Алим Алимов, как бы мы знали, что они делали, как они делали, для чего делали, и мы должны это сохранять и как бы нести это с собой. Но тем самым мы должны, естественно, прогрессировать. А не будет конфликта между старым и новым? Будет всегда. Критика всегда будет, была. Люди разные, отношения к этому разные. Есть там, как сказать, и любители, доброжелатели, недоброжелатели. Поэтому это всегда будет и было. Все понимают как бы со своей точки зрения. Поэтому кто-то оценит нововведение, вот, хорошо, мы прогрессируем, кто-то скажет, что-то вот нету уже того. Да, будет такое, это всегда было, и мы это знаем. Поэтому, если я, например, сейчас, на данный момент являюсь как бы артистом балета ансамбля «Храм», но я понимаю, что вот там пока вот держится вот этот весь фольклор, как бы не зря его назвали крымско-татарский ансамбль, фольклорный ансамбль. Фольклор держится, потому что там хореограф еще вот с тех времен, и педагоги были тех времен. Пока вот мы сохраняем. А, естественно, вот вся сейчас молодежь и коллективы молодые, мы стараемся прогрессировать именно вот с ногу со временем то, что воспринимает нынешний зритель. То есть вы адаптируете, пытаетесь адаптировать? Да, естественно, наша задача сохранить то, что сохраняли наши учителя и все те, кто в военное время держали, сохраняли. Мы должны это все вместе, хором. Я бы хотела еще сказать, что очень часто сохранение традиций неправильно немножко понимают. Сохранение традиций танцевального искусства не означает копирование, схоластическое, механическое повторение, не означает просто взять и повторить. Сделать так, как делали Я учителя, не говорю да? о цитировании, когда мы берем какой-то определенный хореографический текст, и мы цитируем его, не претендуя на его авторство, просто используем как цитату в своей какой-то авторской хореографии, это другое. Но любое прошлое, любой опыт, он должен переосмысливаться, он должен включаться в контекст современной эпохи, он должен обогащаться и развиваться. Иначе, если мы будем просто копировать и ничего не привносить нового, мы рискуем остаться архаичным танцевальным искусством и какими-нибудь маргиналами где-то на стыке современного культурного пространства. Кстати, вопрос о маргинальности у нас вот в последнее время очень часто звучит, да, почему? Потому что мир такой очень динамичный, очень прогрессивный, и вопрос соответствия вот всего крымско-татарского искусства, он все чаще и чаще возникает в нашей среде, по крайней мере, в моей среде уж точно. Медатбей, я себе так на секундочку представила, что лет так через 30 какая-нибудь зануда вроде меня будет точно так же бродить по Ютубу, интернету и найдет ролики с ваших концертов, выступлений. Что увидит? Какой образ крымско-татарского танца и вообще крымско-татарского народа получит тот, кто будет смотреть эти ролики через 30 лет? Смотрите, наше старшее поколение, наши учителя, наши преподаватели, старики, их задачей было сохранить наш национальный танец и передать нам. И благодаря ним мы сейчас танцуем крымско-татарский танец. Опять же, по тем же причинам, да? Потому что не было возможности развивать. Нужно было... Нет ни одной книжки, нет ни одной брошюрки о крымско-татарском танце. И вот есть тот фольклорный крымско-татарский танец, который вы видели видео в 93-м году. Есть видео, который танцевал Акимага Джемилев. И вот то видео — это
сохраненное. Сейчас мы, молодежь, да, мы сейчас развиваемся, потому что к нам приходят ребята. Сейчас таких вопросов нет, но лет 5 назад было так, что Медатага, вы научите лезгинки? Помните, был бум такой, когда все дети мечтали научиться танцевать лезгинку. Мода была. И им не важно была какая-то лезгинка, никто не разбирался, чеченская это музыка, грузинская музыка, либо еще какая-то. лезгинка. Просто лезгинка. И я говорил, конечно, заходил к вам, сейчас мы тебя научим, да. И раньше, если мы выезжали на конкурсы, и дети знали, что там есть лезгинка, все, у всех колени тряслись, все боялись, потому что они сильнее, они лучше, они зажигают. Да, на самом деле есть что-то в кавказской музыке, просто вот любой человек, сидя на месте, он начинает танцевать. И наша молодежь, они считали, что крымско-татарский танец — это слабый танец, это что-то простое, это что-то неинтересное, к сожалению, да? А лезгинка — это очень круто. Мы начали усложнять, где-то мы начали ускорять. Благодаря музыкантам мы начали делать какие-то модуляции в музыке, какие-то повороты. И крымско-татарский танец на сегодняшний день, он ничем не уступает. Он никогда не уступал кавказским танцам. Но вот сейчас в понятиях у детей, у молодежи крымско-татарский танец на высшем уровне, да? И приезжая, мы ездили недавно на конкурс, на котором участвовало очень много кавказских коллективов. И Северная Осетия взяли первое место, мы второе. Но кроме этого, были с Дагестана коллективы, были с Чечни коллективы. Очень было много коллективов, которые проиграли крымско-татарскому танцу. Это временно Северная Осетия заняла первую. Я думаю, это случайность просто. Знаете, если раньше, да, отличается сейчас, даже характер подачи отличается. Взять подачу, ту, которую давал Мунирага Аблаев. Сейчас никто из нас не Чем даст. отличается? Что поменялось в нас? Наверное, жизнь поменялась. Жизнь поменялась. поменялась, Жизнь да. поменялась, и жизнь заставляет нас меняться. Сейчас мы тоже не такие крымские татары, которые были в 90-х годах. 90-х да. годах. Потому что нынешняя реальность заставляет нас быть совсем другими. И я современным, думаю, что это проявляется в танцах. Да, вы знаете, когда мы делали один из выпусков Меркеза с нашими музыкантами, исполнителями, кто-то, я сейчас не помню, но кто-то из гостей сказал, что, скажем так, эффект кавказской музыки заключается в том, что она вот дает этот огонь, дает эту энергетику, и поэтому она вот такая, скажем так, была популярна, или, может быть, есть до сих пор популярная в нашей среде. Вот с крымско-татарскими танцами, наверное, приблизительно та же история, да, то есть, возможно, не хватало той энергетики, возможно, не хватало той агрессии, такой, знаете, у нас у политологов это называется субъектностью, я не знаю, как у хореографов называется, но вот такой вот центровой энергии, да, наверное, не хватало. И вот здесь вот вопрос вашей коллаборации с музыкантами, насколько он эффективен будет танец, если вы будете что-то делать вместе с музыкантами, меняться вместе, насколько это результативно будет? Я, конечно, приверженец того, чтобы сохранять. То есть я бы оставил там Вы антиглобалист? лирику, отношение, например, к партнерше, да, наше состояние, потому что это, урфа-детлер, да, говорится. То есть оберегать девушку, очаг домашний, взгляд на нее, или не взгляд, или там можно дотронуться, не дотронуться, лирика, если мужчина танцует, да, среди мужчин, он там уже может как-то жесткость добавить. А по отношению к девушке он уже должен быть уже помягче быть. То есть я вот за то, там, дети, чтобы танцевали там, начиная там с каких-то детских, да, танцев и так далее. Тогда потом придет время, они свое сделают. А музыканты всегда нам поддерживают нас, всегда, то есть наши идеи, они говорят, молодцы, ребята, то, что если вы приходите с идеями, давайте, мы будем делать, мы вам сыграем. Но они в то же время говорят, где мы не правы. Мы хотим свое какое-то, я хочу вот тут такой вот, переход, не пойдет. То есть, потому что это и камень в их огород. Потому что их тоже будет осуждать. Потому что, то есть мы захотели так, я так вижу, да, художник, я так вижу. Но вот с точки зрения я музыканта... перебиваю, останавливаю в этом месте. Теперь мы пришли к главному вопросу. А кто у нас вправе, кто обладает той волшебной палочкой, которая оценивает, что можно, что нельзя? Вы сами только что сказали, что нет учебников, нет каких-то свода правил крымско-татарского танца. Каждый, как вы договоритесь между собой, что есть каждый из нас крымско-татарский учился, танец? мы, к примеру, с Эрназбеем учились у Мунирага Аблаева. И мы многое слышали, мы многое знаем, потому что это наш педагог, который он нам и по музыке объяснял, и по танцу. Но я очень хотелось бы, чтобы со временем появилась... Эрназбей говорит, что он бы сохранял, я бы
развивал. Я думаю, что будет лучше, если у нас будут номера в коллективах. И те традиционные, вот знаете, в университете есть такой предмет историко-бытовой танец. Да. И очень хочется, чтобы со временем появилось так, что вот так танцевали наши старики. Старшее поколение, да, старшее. А вот так вот танцуем мы, чтобы дети знали так, как танцевали, так, как это было раньше. И тогда, я думаю, будет правильно. Если в каждом коллективе будет, к примеру, агрова традиционная. Да. Каждый из нас, каждый у нас ребенок знает, что агрова — это традиционный танец, с которого начинается любое наше мероприятие. Каждый ребенок знает то, что есть хоран, и этим танцем заканчивается каждое мероприятие. И они знают, как его правильно танцевать. И танцуют, в принципе, вот в хоране и в агрова мы особо не разгоняемся. Ну, это как вот вот смотрите, есть момент, приведу опять же, да, кавказские танцы. Если у них в репертуар разные регионы, разные есть танцы, да, поэтому на конкурс они будут возить то, что более зажигательное. То есть все-таки эмоциональная история. У них есть тоже там, где парные, дуэтные, какие-то смысловые, там какие-то лирика, которые могут на конкурс не понять. Или там в другом городе не поймут. Да, поэтому наши танцы поймут только вот крымские татары. Но мы еще не поднимали в танцах тему регионального различия. Это... Есть как в языке, у нас точно такое же различие есть и в танце. Да, но мы еще в этом не копались. Рамет Али Ага, он делал. У него были... Ногайский танец был. И там... То есть И причем есть различия не просто даже в региональном, и у нас есть различия даже в возрастном, как танцевали дети, девушки, наши бабушки. Ну, возрастное понятно, а вот то, что региональное, это Но ничего. опять же, вот возвращаясь к тому, что говорили ребята, знаете, есть такое выражение «золотой фонд». Об этом мы все прекрасно знаем, это связано даже с великими хореографами. И есть такие танцы, которые могут быть на протяжении 20, 30, 40, 50 лет. Вот. И наша задача, наверное, все-таки сохранить это. И наша задача в том же состоит в том, чтобы мы это развивали, шли вперед и добавляли что-то свое. А что касается критики, тут уже зависит от человека, боится он ее или нет. Ну, критика у нас, знаете, в крымско-татарской среде всегда она такая специфическая, да. Поэтому критиковать не страшно. Страшно, мне кажется, быть, ну, таким, знаете, необоснованно, что-то, давать оценку необоснованную какую-то. Вы знаете, у меня есть еще одна тема, которая интересует. Эксперименты с крымско-татарским танцем. Мы, в принципе, уже так задели немножко, да, вопрос эволюции, и я смотрю вот на разный музыкальный продукт, который сегодня, ну, мы в принципе, живем в глобальном мире и имеем возможность впечатляться, и одно время был просто бум на всякие мюзиклы, какие-то постановки, какие-то вот вариации, и танец прям вот, ну, он видоизменился, да, вроде бы казалось там какое-то балетное, ну, опять же, я ж не спец, да, вроде какая-то балетная постановка, но она уже не выглядит тем классическим балетом, который мы привыкли видеть, да, это уже какая-то модерновая, которая тебя захватывает и по эмоциям, и по динамике и так далее. Ждет ли нас такая участь? Уже есть, потому что раньше было, ну, сейчас есть, то есть любой народный танец, он синтезируется с каким-то направлением, поэтому и не удивлюсь. Крымско-татарский мюзикл появится у нас? Со временем. Что мешает? Ну, у меня вот в коллективе есть номер, но когда я его преподношу, я его говорю, это не народный танец, народно синтезированный танец. Я с чем-то синтезировал. То есть номер там, тема аэропорта. У меня девочки танцуют в костюмах стюардесс, пилоты. То есть там присутствует хореография татарская, в то же время с элементами вот... Свободной пластики. Да, свободной пластики. То есть я чем-то синтезировал, поэтому я буду называть это синтезированный танец, это не чисто народный танец. Ну, это танец, а я говорю про представление, да, про мюзикл. Это точно к вам вопрос. Если брать формы мюзикла, да, конечно, пришедшая она у нас с Запада, это не совсем наша форма. Вот. И это такая некая коллаборация между вокальным искусством, театральным искусством и хореографией. И что нам нужно для этого? У нас есть, в принципе, все эти платформы. У нас есть великолепные вокалисты, у нас есть прекрасные актеры, у нас есть хорошая база танцоров. Но фольклорная хореография от академической хореографии чуть-чуть отличается. И то, что мы привыкли в одном стезе видеть, да, она будет совсем по-другому смотреться. Мюзикл — это все это в совокупности, как патчворк.
да, из мелких кусочков. И это все должно быть на одной волне. И это должно быть плюс еще наше национальное, наше родное, что это будет ближе к нам, да, всего. Значит, это нужно брать с азов, с основ. Думаю, со временем, когда уже появится больше инструментов, когда будет больше возможностей, То есть пока не в мы далеком, готовы. не в далеком Это мы будущем. только К сожалению, видим. понимать Да, это только сейчас молодежь, вот нынешнее положение. Да. И нынешнее поколение поймет и Вопрос дальше будет кадров. понимать. Еще не Но- так, есть вопрос кадров. Что не Да. так с кадрами? Теперь у нас вроде как бы вас много. Нас много, это очень все интересно, это все хорошо, но что я имею в виду, есть такое дело, когда ты находишься в ансамбле, когда ты взращиваешь, когда ты работаешь, и приходит такой момент, когда человек уже вырастает, и он выбирает новый путь. Не все танцующие в ансамбле пойдут по стезе хореографа. Они могут дойти и понять, что да, это мое или да, это не мое. Мы в своем роде, как и ансамбли профессиональные, и театр, к нам уже приходят подготовленные, профессионально дипломированные специалисты. Мы не учим. Тут нет Вы пользуетесь такого... готовым продуктом? Да, да. Вы понимаете, у нас вот есть база того, что мы можем импровизировать, мы можем добавлять, и мы работаем с разными жанрами. Это наш некий плюс. Я думаю, что со временем, и это время не так уж и так далеко. Я это подозреваю, вы вопрос- что-то знаете. Что-то в репертуаре уже есть. Что-то, наверное, есть в Не знаю репертуаре. про репертуар, но я думаю, что сейчас такое время, когда люди хотят, люди двигаются вперед, и они интересуются, и они копают. И у нас очень, вы знаете, мне нравится наша молодежь. Особенно то поколение, вот я смотрю, я была на многих отчетных концертах ансамблей. Мне интересно, я смотрю, это разный почерк, это разное видение, это разная стилистика, и это очень круто и классно, если сказать И мы словом, уже да? как бы по ученикам этих Да. коллективов можем уже По показать, ребенку какой можно коллектив. сказать, Да. чей это ученик. Стоит ребенку поднять руки, встать в позицию, позу. Ага, понятно, этот оттуда, этот отсюда. Да, это все. почерк хореографа. Потому что почерк хореографа, да, и такая педагогическая преемственность, все равно есть немножко различия в, например, Мунир Ага и Джамиля Ханум танцевали в паре очень много лет, но я когда помню, даже мы приезжали на конкурсы, когда я еще была в составе ансамбля Джамиле, мы приезжали, и мы видели, что немножко различается хореография, немножко различаются положение рук, положение корпуса, позиции почерк, там мы да. не можем изменить, но положение мы можем. У меня еще один вопрос. Вы меня сегодня вдохновляете на вопросы. Он связан с такой вот историей коллаборации. То есть вы сейчас сказали, что каждый из вас имеет какой-то уникальный почерк, уникальный стиль, методику. Возможно ли такая ситуация, при которой вы все с вашими почерками, с вашими стилями и образами объединитесь ради того, чтобы создать некий оригинальный, современный крымско-татарский танцевальный продукт или хореографический продукт? Возможно такая ситуация? Возможно, в ближайшее Потому что время. ради какой-то одной большой общей цели, да, Но это уже когда будет режиссер, которому мы уже будем который должны будет быть нам говорить, что подчиняться, делать. подчиняться, которые стили уже как бы должны отходиться. Отойти на То есть второй мы план. должны уже видение его, ну, то есть его видение подчиниться этому. Естественно, мы должны как бы знакомы с материалом, что там будет. Естественно, я думаю, что это не за горами. И сейчас тем более есть, уже появляются где клипы, где используются несколько ансамблей, то есть разные стилистики. Ну, клипы вообще появляются. В одном, то есть в клипе могут появляться 2-3 коллектива сразу, с разной стилистикой. То есть там уже одна задача – показать танец, показать дружбу, показать нам сплоченность и так далее. То есть и если в клипах это проблем не создает, то есть если какой-то появится режиссер, который какие-то со своей задумкой и решит использовать какие-то коллективы, то объединить, да, и все этих хореографов и танцоров, то вполне возможно. То есть проблема в режиссере, осталось найти их? Проблема в режиссере и проблема во времени. Я думаю, что больше вопрос, наверное, к профессионалам, больше к коллективу. Вот у нас есть государственный ансамбль Хайтарма, есть ансамбль Харам, есть Крымско-татарский театр. Я думаю, нужно начать с них. Мы занимаемся с маленькими детьми, со взрослыми детьми. Мы их обучаем. Вот как Амида Ханум правильно сказала, что в театр приходят уже профессионалы, и из них можно лепить. Мы в данный момент лепим. И пока мы лепим, мы не можем объединяться несколькими ансамблями, потому что это будет, во-первых, каша в голове у детей. Во-вторых, сколько нас соберется хореографов, каждый будет говорить, что мы батман делаем не так. Подебаски у нас совсем другие. Даже взять Джамиля Ханум, Мунир Ага.
они танцевали вместе в паре. Джамиля Ханум преподает немного по-другому, Мунир ага немного по-другому. Сейчас ученики Джамиля Ханум каждый преподает немного по-своему, ученики Мунира Аблаева преподают каждый немного по-своему. И вот уже мы третья, четвертая ветвь, когда мы соединимся, к сожалению, я думаю, что такого вот сейчас общего не получится. Это должна быть сверху одна голова, режиссер это, либо один из хореографов. Что невозможна ситуация, когда инициатива будет исходить от вас, когда вы захотите создать нечто непохожее, свое крымско-татарское, а потом прийти к режиссеру и сказать: у нас есть идея, а ну-ка давай-ка придумай нам что-нибудь, мы готовы сделать вот это. Немного позже. Ну, режиссер тоже может быть, если ты придешь со своим материалом, он скажет: у меня другое видение твоего материала. Но это уже процесс, это уже рабочий процесс. Я к чему? Я к тому, что мы народ творческий, мы народ музыкальный, танцующий и горячий, да. И вот заполнять вот эту вот нишу наших потребностей, духовных потребностей, да, соответствовать вот этим современным трендам, это значит вот, наполнять эту крымско-татарскую среду. То есть у нас должен в конце концов появиться вот этот современный крымско-татарский хореографический танцевальный продукт. И вот я пытаюсь вас направить, ваши флюиды и вашу энергию вот на это. Возвращаясь к продуктам, возвращаясь вы тут говорили про клипы, и это, в общем-то, радует, что у нас стали появляться такие танцевально-музыкальные клипы. Я думаю, вы все видели клип Майи Ханум Анафеевой «Джасарет». Знаете, меня он чем зацепил? Тем, что образ, который там создан, он создан, нетрадиционный крымско-татарский. Да. Кстати, надо сказать, что это образ собрала, скажем так, технически и творчески Халиде Ханум Челенгирова. И вот меня этот образ впечатлил, потому что одновременно с крымско-татарской музыкой, одновременно с крымско-татарскими элементами танца появилась какая-то совершенно другая энергетика. Тот самый синтез, о котором мы говорили. Да. Вот, Лилия Ханум, есть ли границы вот крымско-татарскому эксперименту в танцах? Есть ли вот, скажем так, та часть, за которую вы никогда не зайдете, те дебри, за которые вы не зайдете? Вопрос неоднозначный. Во-первых, этот клип, большая благодарность всем авторам, потому что клип получился, мне кажется, потрясающий. Это такой прогрессивный продукт, где опять-таки синтезированный, где не только хореография, где и световое оформление, где и костюмы уникальные, и сама хореография нетрадиционная. Есть ли место вообще, есть ли границы экспериментам? Не знаю, думаю, что они должны быть. Место экспериментам точно есть даже в традиционной народной культуре, иначе мы можем просто топтаться на месте. Если не воспринимать эксперимент как способ обесценить прошлый опыт и культурное наследие, то однозначно да. Если воспринимать эксперимент как способ поиска новых форм для самовыражение? Для выражения какой-то идейно-образной концепции всего номера, да, но вот эта идейно-образная концепция, вот это идейное зерно спектакля или какого-то номера, или клипа, неважно, сценического продукта, оно должно быть все-таки в рамках нашего контекста крымско-татарского. То есть вот поиск форм, да, эксперимент в содержании, я думаю, что должно оставаться все-таки в рамках традиционности. Для меня больше это костюм. Потому то есть что акцент на костюме? То есть если эксперимент, то в костюме? Эксперимент можно, но у него есть предел. То есть вы говорите сейчас про предел, да? Не, очевидно, в купальниках мы не выйдем танцевать. То есть мы можем прогрессировать, в музыке экспериментировать, в танцах, потому что это синтез идет, да? Но есть также синтез в костюме. Но у этого синтеза должен быть предел. Мы должны сохранять свое лицо и наши идентичности. То есть морально-этические границы. Мы можем экспериментировать, мы даже должны экспериментировать. Часто бывает так, что ставится постановка, и я уверен, что сейчас постановка выйдет на сцену, и зрителю очень понравится. А нет. Мы никогда не знаем, как, скажем так, как зайдет постановка, да. А часто бывает, когда ставишь танец, он тебе уже не нравится, то ли от того, что его долго ставишь, то ли от того, что мы долго репетировали. Не знаю, вот остываешь от танца, а танец выходит и очень хорошо воспринимается зрителями. Поэтому, я думаю, нужно экспериментировать, но не всегда готовый продукт оставлять на сцене. То есть мы можем подать и посмотреть, как на это отреагирует зритель.
Потому что В зритель вашем это наш опыте- самый главный жюрист, самый Оценщик, главный да, судья. да, критик и оценщик. То есть вы ориентируетесь на него. Есть даже номера, которые не всегда выходят на зрителя. Есть номера, которые остаются за кулисье, могу сказать так. Что это за номера такие? Есть такие, мне кажется, у Одноразовые, каждого хореографа в опыте есть такой номер, танец. Вы можете над ним работать, вы можете с ним, это, как мы говорим, переспать, да, подумать над ним. Но не всегда этот продукт можно вынести на сцену, потому что есть, когда не время. Есть время преподносить, а есть время, когда стоит все-таки это удержать. У каждого танца есть свое время, есть свой период. А у хореографов есть самоцензурирование? Не Мне кажется, в всегда и не во творчестве всем. всегда вот есть Да, какая-то... Нет, я думаю, что нет. Всегда Нет? думаешь о том, наверное, что, во-первых, наши педагоги еще живы, и что посмотрят, скажут педагоги, скажут, куда ты лезешь, Лиля, ну так нельзя. И Это мне кажется, комплекс да. самозванца? Что это? Да. Что это? Я за то, чтобы был сюжетный танец. Потому что сначала он видит, опа, и что-то интересное, кульминация, развязку, что же будет в конце, он будет сидеть до конца ждать, ему интересно, и не захочет отпускать. То есть вот Сюжет такими затягивает. сюжетными номерами мы можем человека подвести к большому проекту, как мюзикл. Подготовить. Да, подготовить его, потому что я за то, чтобы были сюжетные номера, как делал Али Мага Учансу. У него были очень много сюжетных номеров. И это было, не знаю, дворники, повара и такое все детское, масса, все. Там пусть даже не было какого-то там синхрона, но мы смотрим сюжет, то нам интересно. Кино? То есть, и, да, Кино на Это сцене. вот были что- клипы, основа клипов. вот что надо зрителю. Поэтому мы как бы вот тоже... Мы знаем, что у нас есть сюжетные номера. Это как традиционно Ялуховина, Чобановина, да? Ну, это из вчерашнего дня. Ремесло, да. Но в то же время мы должны брать что-то из жизни и играть на сцене, как в жизни. всегда Не обязательно сложно. стоять, как в балете, а веди себя, как в жизни. Да? Можешь там пройтись пешком, веди себя проще. Там, если не надо бутафории, возьми настоящие яблоки, откуси на сцене, человеку уже будет интересно, он уже будет улыбаться. Реалистичность, Он да? видит, да, нет этого барьера между зрителем и артистом. То есть вот этот барьер, он должен быть, но и, пожалуйста, связь, это тоже должна быть. Человек, он хочет посмотреть спектакль, прийти и Эффект посмотреть. присутствия, да? Конечно. Да. Иммерсивность такая. Да, ну, кстати, современный театр в том числе, он интересен тем, ну, по крайней мере, у меня есть опыт присутствия в таких вот представлениях, когда ты становишься частью этого представления. Ну, это совершенно другие эмоции, это совершенно другие ощущения, да, то есть ты соучастник. В театре нет границ. Совершенно верно, совершенно верно. Если там, тем более, исполнитель выходит из зала, то есть мимо зрителя так, ой. Любимый ой, момент да. зрителей. Да. Они это Привет, кстати. они его почувствовали рядом, там даже вообще, может, там дал ладошку, Дотронулся. поздоровался, да, и он уже потом на сцене. Я только что увидел рядом с собой, теперь на сцене, уже ему приятно, уже с первых нот, он еще не танцевал, а уже он уже как-то туда погрузился. Да, ты Он уже часть в системе. представления, он принимает с нами участие некое. Мы работаем для него, а он работает на нас. Мы поглощаем его энергетику, а он в ответ получает все эмоции. Ну, то, зачем он приходит, Да. за каким-то эмоциональным своим состоянием. Насколько вот наша творческая жизнь имеет право на отражение вот тех социальных повесток, которые возникают перед нами? Насколько это уместно, в частности, вот в танце? Именно в самом танце, я думаю, что мы это не затронули. Быть может, со временем будет, но в самом танце пока нет. Да. Искусство всегда метафора действительности. Мы должны быть современными, мы должны откликаться на повестку дня, мы должны не делать вид, что ничего не происходит, и просто мы ничего не видим, и просто танцуем и ставим бессюжетные какие-то номера. Нет, мне кажется, что функция воспитательная в хореографии тоже есть. И детям это полезно, и зрителям тоже. У меня есть еще один тогда вопрос. Есть ли разница в отношении к крымско-татарскому танцу между, поколенческая разница, я имею в виду, между отношения наших родителей к танцу и понимание танца и отношение к танцу вот, наших детей, ваших учеников? Есть ли эта разница? Однозначно. В чем Однозначно, это даже видно, например, взять на примере свадеб. Те ребята, те дети, которые сейчас растут, да, которые учатся в ансамблях, которые ходят, воспитываются в этой среде,
Они никогда не позволят себе выйти и на свадьбе заказать что-то другое. Они выйдут и максимально покажут все то, что в них учитель вложил во время урока. И это будет великолепно. Это будет крымско-татарский Это танец. будет крымско-татарское. Это не будет Самарканд. Это не будет Самарканд, ни Ташкент, да, это не будет ни лимончики, ни что-то. Но, к сожалению, есть некая такая часть старшего поколения, которую могут себе заказать, выйти. Я не осуждаю. Это период их поколения. Был период нашего поколения, и есть новое, которое сейчас мы взращиваем. Я думаю, люди, которые часто посещают свадьбы, тоже должны заметить, что раньше было очень много некрымско-татарской музыки на свадьбах. Мы танцевали под все, что угодно. Мы танцевали и цыганское, и испанское, и все, что угодно. И так на сегодняшний день больше, конечно, крымско-татарской музыки. Также и мы раньше танцевали на свадьбах. И нас звонили: Медатбей, хотим заказать на свадьбу 3 номера. Давайте нам вальс, цыганский и, я говорю, может быть, хайтарму? Да. Ну давайте, да. То есть это было в последнюю очередь. Они звонили человеку, который занимается крымско-татарскими танцами, звали на крымско-татарскую свадьбу, но заказывали все, что угодно, кроме Только не крымско-татарской. крымско-татарский танец. В последнее время все изменилось. У нас сейчас ученики танцуют и заказывают только крымско-татарское. Очень редко, когда спрашивают что-то не крымско-татарское. Ну и это прекрасно. Каким будет новое крымско-татарское поколение, которое выросло в ваших коллективах? Какой будет? Да, новое крымско-татарское поколение. Ну, родители приводят детей по разным причинам. То есть, да, там, круг общения, осанку выпрямить, чтобы энергию куда-то погасить, время свое какое-то убить. Ну, и там, на татарском, чтобы он общался, как-то разговаривал. Ну, и в большинстве случаев, конечно, чтобы научился нашим танцам. И, естественно, мы прививаем и хотим угодить всем родителям, конечно, с какой целью они привели, и чтобы они добились этого результата, дети. Но, естественно, мы и ведем всех к одной цели, чтобы они знали танец, какой музыкальный размер, и просто там включил музыку какую-то там современную. А музыкальный размер наш, как называется наш танец, какая история нашего танца, откуда слово хайтарма появилось. Не возвращение же, а как-то своя есть терминология и объяснение. Поэтому, чтобы они это все знали, и знали костюмы, как должны выглядеть у девочек, у мальчиков, как там хушах намотать, или там как должен фес одеваться, или марамак кто должен одевать по возрасту, да, и так далее. То есть у нас цель, чтобы ребенок рос и хотя бы знал, у него минимальные знания по нашей культуре. Минимальные. Дальше должно быть, конечно, это все должно быть из семьи. Ну, если, конечно, да, вы не можете выполнить все функции. Да, вот. Поэтому мы свое нынешнее поколение видим продолжателем нашего, конечно, нашей работы, наших всех трудов. А как уже время покажет, ну, мы делаем все, что в наших силах, в нашей возможности. У вас такой же? Надеяться на то, что они будут лучше нас. Вот, потому что это будет большой подарок и дар педагогу. Да, действительно, если у педагога есть хотя бы один продолжитель в сфере, это большой подарок. В начале программы вы назвали много коллективов, которые занимаются крымско-татарскими танцами. И на самом деле, все, наверное, не все, еще да. больше, да. И радует то, что сейчас в каждом коллективе занимаются, на самом деле, много детей. И я думаю, что при том, что наши дети занимаются нашей культурой, танцуют наши крымско-татарские танцы, где-то мы учим, поем крымско-татарские песни. И я думаю, что у нас большое будущее благодаря детям, которые ходят к нам. Кажется, что танец — это тот островок свободы, где мы можем быть теми, кто мы есть на самом деле, где мы отстаиваем на сцене и в искусстве, конкретно в хореографическом искусстве, свое право быть. Ну, вы практически сорвали с языка те слова, которыми я хотела бы закончить наш сегодняшний эфир. Танцуйте, потому что в танце мы становимся свободными, в танце мы становимся самими собой. Блицы. Эрнестбей, крымско-татарский танец — это традиция или новация? А тут и то, и то. Ну, крымско-татарский танец — это у нас, то есть, показывающее лицо нашего народа, поэтому это традиция изначально. С самого начала, да, потому что это наше лицо показывает наш крымско-татарский народ, какой он, какой должен быть, сохраняться. Ну, естественно, мы, как поколение молодое,
мы продвигаемся и усовершенствуемся с новым поколением, с ними в ногу, так сказать. Есть место всему, одним словом. Да. Лилия Ханум, крымско-татарский танец – это популярный тренд или потребность? Это потребность, и это популярный тренд. Потребность, которая стала трендом, да? Чох сагунус. Медадбей, крымско-татарский танец – это творческая постановка или отражение реальности? Здесь можно согласиться с обоими факторами. Ну, и то, и другое. Именно сценический танец — это, конечно же, творческая постановка. Чох сагунус. Амеда Ханум, экспериментировать или соответствовать? Экспериментировать. Супер. Это был проект Миркес. Горуш Кенджи.